Послушайте, братья и сестры, знаете ли вы, кто вы? Вы авлия Аллаха. Вы любимцы Аллаха. Вы братья посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вы свидетели Аллаха на его земле. Вы наместники Аллаха на его земле. Все это ваши похвальные качества. Все это ордена на вашей груди. Знаешь ли ты? Да, именно ты. Тот, который не смотрит на себя, как на любимца Аллаха, или как на вали. Клянусь Аллахом, ты один из аулия. Аллах сказал о тебе. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Поистине, я вижу в тебе веру и богобоязненность. Ты один из аулия. Именно ты, тот, кто не уважает сам себя и говорит: «Я грешник». Разве я делаю да'ва, даю какие-то благие советы, постоянно хожу в мечеть, сижу вместе с шейхами? Ты любимец Аллаха. Всевышний Аллах сказал о тебе. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Аллах любит тебя, потому что я вижу, что ты каешься и любишь очищаться. Разве ты не делаешь омовение на каждый намаз? Ты любимец Аллаха. Согласен ты с этим или нет? Видел ли ты орден на своей груди, о котором ты даже не знаешь? Видел ли ты, как Аллах возвысил тебя, а ты этого даже не почувствовал? Братья мои и сестры, если кто-то не будет знать себе цену, он упадет в своих глазах. И после этого ему будет легко погрязнуть в грязи этой дуньи и в ее грехах. Но если он будет знать, кто он, если он узнает, что он валиюллах, разве он посмеет удалиться от Аллаха? Если он будет знать, что он любимец Аллаха? Я сейчас обращаюсь ко всем мусульманам из Ахли Сунны, которые говорят «Ля иляха илля-Аллах». Пусть никто не подходит, говоря: «Шейх, но у меня есть грехи». Пусть никто не говорит: «Шейх, но у меня нет бороды». Я все равно любимец Аллаха. Да, ты любимец Аллаха, даже если ты без бороды. Пусть он не говорит: «Шейх, но у меня одежда спускается ниже щиколоток, и иногда я курю». Ты любимец Аллаха, даже если ты грешишь и куришь. Ты сестра, любимица Аллаха, даже если ты не носишь полный хиджаб. Вернитесь к Аллаху и узнайте себе цену. Знаете ли вы, кто вы? Вы наместники Аллаха на его земле. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, назначил своим преемником Абу Бакра только потому, что тот отличался возвышенными качествами. И Всевышний Аллах увидел в тебе, брат, и в тебе, сестра, что-то такое, в результате чего возвысил вас до того уровня, чтобы вы стали его наместниками на земле. Всевышний Аллах сказал о нашем праотце в суре Аль-Бакара: إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. Аллах знал, что мы будем сидеть и поминать Его на земле, что мы будем присутствовать на этом уроке. Аллах знал, что среди нас будут люди, оберегающие и соблюдающие мазхаб Ахли Сунны валь Джамаа, даже если внешне по нему видно, что он допускает в религии упущения. Это и будет любимец Аллаха и вали. Поэтому Аллах ответил ангелам, которые сказали: «Неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие?» Он ответил им: «Я знаю то, чего не знаете вы. Я знаю, что у меня будут аулия. Они будут сохранять религию на земле, будут призывать к Аллаху, будут доносить религию Аллаха, будут ходить на джумуа и на собрания». Аллах знал то, чего не знали ангелы. Поэтому Всевышний Аллах защитил тебя. Всевышний Аллах сказал о тебе, именно о тебе, не осознающим своей ценности. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Аллах защищает нас и оберегает, о верующие. Мы имеем высокую ценность перед Аллахом, но мы этого не ощущаем.
Аллах защищает нас. И первая защита, о которой мы узнали, произошла тогда, когда Аллах защитил меня, тебя, брат, и тебя, сестра, перед ангелами на небесах, сказав: «Воистину я знаю то, чего не знаете вы». Всевышний Аллах сделал тебя свидетелем на земле. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Вы свидетели Аллаха на его земле. Знаешь ли ты, кто ты? Ты свидетель Аллаха. Если ты будешь свидетельствовать о ком-то, что он пойдет в рай, если ты будешь свидетельствовать о ком-то, что в нем есть благо, это будет честью для него. Если же ты будешь свидетельствовать о зле кого-либо, это станет печатью позора у него на лбу. Твое свидетельство перед Аллахом принимается». Однажды люди несли погребальные носилки, и верующие говорили об умершем, хваля его и отзываясь о нем лучшими словами. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это стало для него обязательным, обязательным, обязательным. Если ты хвалишь умершего, это возвышает его, а твое порицание умершего унижает его. Так понял ли ты, кто ты? Это же на самом деле ты. Не говори себе, что ты грешник, допускающий упущение, преступник, далекий от Аллаха. Ты недооценил себя и разрешил себе упасть в грязь, но ты ценен и дорог. Ты ценна. Мы велики, просто не оценили себя по достоинству. Всевышний Аллах возвысил тебя, так возвысь свою душу и не оглядывайся на того, кто ниже тебя». Задумайтесь над тем, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, именно о вас. О вас! Что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит о тебе, сестра? Покидая эту дунью, он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я бы хотел увидеть своих братьев». Сподвижники спросили: «Разве мы не твои братья, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Вы мои сподвижники, а мои братья – это люди, которые придут после моей смерти. Они уверуют в меня, хотя и не увидят меня». Вы, братья посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оказал вам честь, назвав вас своими братьями и сестрами. После того, как Аллах сделал нас своими наместниками на земле, свидетелями Аллаха среди людей на земле, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал нас своими братьями. И после всего этого мы будем грешить, после всего этого опять будем беспечны, после всего этого сбросимся вниз с нашего возвышенного места, бросим наши возвышенные качества. Посмотри и поразмышляй, разве Всевышний Аллах не мог сделать тебя членом одной из предыдущих общин? Хорошо. Почему тогда Аллах сделал тебя одним из уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Аллах оказал тебе почет. Он сделал так, что ты входишь в лучшую из общин. Аллах почтил тебя этим. Он возвысил тебя. Если бы какой-то король или амир делил людей на группы и поместил бы тебя в самую лучшую, первую, самую близкую к этому королю или амиру группу, разве ты не посчитал бы, что это честь для тебя? Аллах поместил тебя в общину, которая лучше, чем община Мусы, община Исы, община Яакуба и Бану Исраиль. Аллах сделал так, что ты входишь в состав лучшей из общин, хотя Всевышний Аллах мог тебя поместить в какую-нибудь другую общину. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вы окончание для 70 общин, до вас будет 69 общин. Мы последние в этой дунье и первые в судный день». Аллах оказал тебе почет и поместил тебя в лучшую из общин. Аллах оказал тебе почет, возвысил твое достоинство и возвеличил славу. Он даровал тебе лучшую из книг. Он дал тебе Коран. Он отправил к тебе лучшее из своих созданий. Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он сделал для тебя самое совершенное законодательство – исламский шариат. Шариат Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Все это дары Аллаха для тебя, за счет которых Он возвысил тебя. Разве после этого может кто-то из нас относиться к себе неуважительно, а потом говорить: «Ничего страшного, если я как-нибудь согрешу, посмотрю на что-то запретное, или если я буду подражать кафирам, или буду презирать сам себя, когда поеду в Америку или Европу, буду считать, что я перед ними полный ноль». Нет, клянусь Аллахом, ты 1000 перед тем нулем. Ты ценнее, чем все те ценные, которые не знают Всевышнего Аллаха. Твоя ценность перед Аллахом высока, о наместник Аллаха, о свидетель перед Аллахом, о брат посланника Аллаха,
О тот, которого почтил Аллах и кого Он предпочел перед другими, поместив тебя в лучшую из общин, почтив лучший из книг, лучшим из пророков и лучшим из шариатов. Знай себе цену, брат, знай себе цену, сестра. Устремляйтесь к Всевышнему Аллаху на вашем уровне. На вашем уровне. Не смотрите на уровни тех, кто ниже вас, чтобы не говорить: ей-богу, хватит и того, что мы делаем намаз, даже если в мечеть успели только на второй ракаат. Ты же ценен и дорог. Молись так, чтобы успевать на такбиратуль ихрам. Не говори себе: у меня изначально нет никаких знаний, поэтому мне не обязательно посещать исламские уроки и собрания. Ты ценен и дорог. Если ты присаживаешься куда-то, то сядь перед ученым, перед проповедником, перед шейхом. Не относись к себе неуважительно, садясь куда-нибудь сзади него, наклоняя перед ним голову вниз или стесняясь сидеть рядом с ним. Ты ценен. Аллах сделал тебя лучшим. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал тебя своим заместителем и сказал: донесите от меня хотя бы один аят. О заместитель посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, делает тебя своим заместителем, после чего ты бросаешься со своей душой и разумом на землю? Ты считаешь, что ты никто, хотя на самом деле ты велик и ценен. После всего вышеперечисленного Аллах оказал тебе величайший почет, который сейчас ожидает тебя. Это рай. О Аллах, сделай нас из обитателей рая. О Аллах, сделай нас одними из обитателей рая. Рай. Рай, к которому Всевышний